В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Пчеловодство, агротехнопарк, агродроны и роботизированные фермы об соглашениях Московской выставки «Золотая осень». В Вилюйской поликлинике прошел день открытых дверей. Это возможность пройти полное обследование. Ценные исторические материалы находятся в плохом состоянии и требуют срочной реставрации. Что предпринимается в этой сфере? Показательное плетение маскировочных сетей прошло в Намском улусе. Мастер-класс провела организатор волонтерского движения «Без Чагда» Аида Макарова. Жительницы Намского улуса, женщины, бабушки, предприниматели, неравнодушные люди с начала мобилизации оказывают помощь бойцам, находящимся на передовой. За 2 года активисты стали одной семьей. Каждую вещь они шьют, как для своих родных. Аида Макарова показала плетение нашлемников, тактических носилок. Изготовленные носилки помогли спасти жизнь десяткам бойцов. Об этом рассказывают сами участники СВО. Для каждого бойца должна быть такая носилка. Как она делается? В виде лодочки, а ремешок, как мы вот сумку одеваем, вот так же накидывают. У бойцов есть бронежилеты. На бронежилетах есть вот такая вот ручка, которую вот бойцы, когда его берут и бегут, да? И скорость уменьшается на 3 раза. А если вот эти вот носилки были бы, которые вот сейчас мы придумали, мы хотим это сделать, ну и делаем, могли бы, наверное, побольше спасти парней. В рамках выставки «Золотая осень», которая на этой неделе стартовала в Москве, Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики республики подписало несколько соглашений. Они направлены на развитие аграрного комплекса Якутии. Так, один из документов предусматривает сотрудничество с чувашским поставщиком оборудования. На базе АКАТУ планируется создать агротехнопарк. Это такие решения, как агродроны и роботизированные фермы. Еще одно соглашение направлено на сотрудничество с татарскими экспертами в сфере развития пчеловодства в Якутии. У нас кормовая базы нету именно пчел. Они, конечно, пчелы привозят и привозные, и они уже питаются естественными травостоями, да? Ну, травами в лугах, в островах, да, около речек. Именно с подписанием соглашения мы можем им создать даже кормовую базу. Потому что я, как заведующая лабораторией кормопроизводства, мы технологи, мы можем им именно вот предоставить это, растение, да, сами вырастить. В Якутск прилетел герой России Радомир Максимов. Участника спецоперации встречали родители, сестрами, земляки, община Татинского района, представители правительства Якутии и общественных организаций. По традиции герой России угостили якутскими оладьями и кумысом. Радомир Максимов прибыл в отпуск на 20 дней. За это время он планирует отправиться на родину. Напомним, участникам СВО удостоился награды за ликвидацию 27 боевиков, которых уничтожил при собственном ранении. Герой России стал 9-м якутянином, получившим золотую звезду. Когда узнал, это уже весной было. Так что постепенно уже уже готов был. А сейчас вот недавно вручили, тоже волнительно было. Министр обороны вручил, Андрей Ремович. Да. Перед ним волновался. Так-то нормально. Эмоции хорошие тоже. В Хандыге завершается реконструкция площадки учебного автодрома горно-геологического техникума. Ежегодно на автодроме сдают экзамены свыше 100 выпускников. Тему продолжат коллеги. В Тампонском районе автодром горно-геологического техникума действует свыше десятка лет, где проводится практическое обучение и сдача экзаменов в ГИБДД. В последние годы он не соответствовал необходимым требованиям и был в плачевном состоянии. В ходе реконструкции была забетонирована сама площадка и трактодром для самоходной техники. Софинансирование автодрома обошлось району 2 миллиона рублей. Также из небюджетных средств горно-геологической техники было выделено 1 миллион рублей. Также большую помощь нам оказал подрядчик Муныкан Армен Азатович. Хотел бы сказать спасибо за то, что все могли принять участие в реконструкции автодрома.
На автодроме ежегодно на категорию «Б» сдают экзамены не только курсанты, обучающиеся на платной основе, но и студенты горно-геологического техникума, которые получают профессию автомеханика. Это свыше сотни человек. В автопарке техникума на данный момент числится 4 автомобиля. Это 2 автомобиля с автоматической коробкой передач, 2 автомобиля с механической коробкой передач. Также у нас для группы автомехаников есть свой автомобиль, это «Жигули», тоже с механической коробкой передач. Также грузовой автомобиль категории «С», автобус, и ведется работа для приобретения прицепа, чтобы открыть категорию «Е». Современный автодром станет важным социально значимым объектом райцентра Тампонского улуса, где круглогодично будет проводиться сдача экзаменов в ГИБДД не только на категорию «Б» и «С», а в дальнейшем и на категории «А», «Д», «Е». Все необходимое для этого уже есть. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. За последние 9 месяцев управлением ГИБДД по столице было зафиксировано около 600 ДТП. Из них около 60 с летальным исходом. А в связи с похолоданием и наступившей вслед гололедицей количество происшествий значительно выросло. Поэтому управлением ГИБДД был усилен надзор за главными улицами столицы. Сотрудники ведут профилактические беседы с водителями, напоминая об основных правилах при движении в гололед. Вместе с этим гражданам предупреждают быть более осторожными при движении и переходе дорог в гололед. У нас с 24 сентября по 24 октября проходит месячник безопасности дорожного движения, нацеленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, ну и также нацелено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Ну и, конечно, в период изменения погоды инспектора дорожно-патрульной службы работают в усиленном варианте несения службы. Ну и также все водители, которые попадают в трудную ситуацию на дороге, это касаемо не только города, но и также на трассах, могут обратиться к сотрудникам госавтоинспекции за помощью. Приблизилось завершающее мероприятие комплексной экспедиции музея Усялданского улуса. Так, за короткое лето Музей краеведения и истории улуса провел экспедицию по тропам предков. Так, ученые Института гуманитарных исследований и коллектив театра юного зрителя посетили Сотинский, Барагонский и Бертусовский наслега. Затем сотрудники музея работали в Тюляхском наслеге в местности Бысыттах, где жил энтузиаст-краевед Иван Новгородов. Вся экспедиция посвящена 125-летию Ивана Новгородова. Вот на днях, буквально 15-16 октября, намечаются заключительная стадия юбилейного года Ивана Дмитриевича Новгородова. Да? В это мероприятии мы про свою экспедицию все досконально расскажем и покажем. В Вилюйской поликлинике в день открытых дверей обследования прошли 70 пенсионеров. Мероприятие посвящено неделе здорового долголетия. Пожилые люди проходили полную диагностику своего здоровья. В акции приняли участие врачи узких направлений. Подобные мероприятия планируется проводить чаще. Вначале не все получают направление на все анализы. Общий анализ мочи, крови, да, все эти биохимические анализы, кардиограммы проходят, внутриглазное давление измеряют. Да. Когда мы выявляем этих больных, мы их вызываем. Участковый терапевт вызывает или узкий специалист вызывает на определение сахарного диабета и так далее. Ну а потом, естественно, берем на диспансерный учет и оздоравливаем этих людей. Важный шаг для сохранения культурного наследия. Региональный центр консервации и реставрации в Якутске будут открыт в Национальной библиотеке. По итогам мониторинга ценные исторические материалы находятся в плохом состоянии и требуют срочной реставрации. Для того, чтобы сохранить важные документы, будет открыт специализированный центр, о котором нам расскажет Даяна Федорова. Создание Центра консервации и реставрации является важным шагом для сохранения культурного наследия. Он включит в себя реставрационные мастерские, переплетный цех, участок фазовой консервации, лабораторию и учебные классы. В Национальной библиотеке находятся тысячи документов, подлежащих реставрации. Данные документы делятся на категории сохранности. К первой категории документов относятся документы до 1832 года. Они у нас считаются самыми редкими и ценными документами.
И вторая это категория от 1832 года до 1917 года. Это вторая категория сохранности. И третья категория – это документы массового пользования. Национальная библиотека Якутии в этом году выиграла всероссийский конкурс на создание регионального центра консервации и реставрации. В России уже работают 6 центров, а в этом году откроются еще 4. Будут внедрены современные методы и технологии для защиты редких коллекций, а также обучать специалистов по консервации документов. Я считаю, что Национальная библиотека Якутии очень много сделала для этого проекта. Мы подготовили кадры, мы обучили специалистов. К вам пришли молодые сотрудники, которые будут постигать азы реставрации. И я уверена, к 30 году это будет большой, профессиональный, серьезный центр на уровне европейских реставрационных мастерских. На сегодняшний день общий библиотечный фонд всех республиканских ведомств составляет более 10 миллионов единиц хранения. Это в первую очередь фонды дореволюционных библиотек, труды выдающихся североведов, личные библиотеки известных ученых и писателей. Уникальные исторические материалы можно будет увидеть на официальном сайте Национальной библиотеки. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Якутская студия Московского театрального училища имени Михаила Щепкина 1974 года выпуска нынче отмечает 50-летний юбилей. В течение этого года в Сахатеатре идут юбилейные мероприятия не только золотого выпуска, но и самих артистов. Так, 11 октября заслуженному артисту России, народному артисту республики Анатолию Николаеву исполнится 75 лет. В связи с этой знаменательной датой спустя 3 года на сцене вновь покажут спектакль «Я вернусь» по пьесе Василия Харысхал в постановке Анатолия Борисова. Во Владивостоке прошла встреча постоянного представительства и студенческого землячества «Кескиль», на которой был утвержден план работы на предстоящий учебный год. Это общественное объединение активно занимается организацией культурно-массовых мероприятий для якутян, проживающих в Приморье. «Кескиль» способствует специализации, развитию и адаптации студентов. В этом году запланированы зимний бал, спортивные соревнования, конкурс «Мисс Азия» и традиционный праздник Исэх. Подготовку к мероприятию мы начинаем заранее, хотя бы за месяц, чтобы у нас точно все было готово, все было в порядке, чтобы все успели все подготовить. У нас все начинается с обсуждения. Сначала мы собираемся аппаратом, руководителями блоков, обсуждаем, как вообще будет проходить мероприятие. Далее я задаю задание каждому блоку, чтобы они его начали выполнять. И уже ближе к дате проведения мероприятия мы начинаем чаще видеться и проверять, все ли готово. Мы продолжаем следить за самыми актуальными событиями республики. Оставайтесь с нами.